Салем Дастар, вы снова на канале Кола. Спасибо, ребят, всем, кто подписался. Я рад видеть вас всех на моем канале. Сегодня мы посмотрим, сразу передам привет Темиржан Сакпаев. Огромнейший тебе привет, спасибо огромное за ссылку, спасибо огромное за видео. Передаю тебе привет, потому что ты попросил сделать на этот ролик реакцию. Не стал откладывать, думаю, сейчас вместе с вами все посмотрим, увидим. И сегодня мы посмотрим, за что я люблю Казахстан и казахстанцев. В плену у казахов. Очень интересно увидеть, и давайте же вместе все посмотрим. Видим, напоминаю, ребят, все видеоролики, которые я смотрю первый раз вместе с вами, чтобы сказать свою искреннюю реакцию. Смотрим. Интересно, что здесь будут рассказывать. Самолет Москва-Алматы. Прилетает рано утром еще до восхода солнца. И у вас всегда есть выбор: или успеть лечь спать засветло, чтобы как-то себя сохранить, или посмотреть восход солнца над Алматы. То есть не спать и уже сразу и окончательно закрыть возможность вернуться в прежнюю временную реальность. Так я впервые оказался в Казахстане. Поехали, кое-что посмотрим. Бах, давай в отеле, я на ходу засыпаю. А там сразу проснешься. Куда? В горы точно не пожалеешь. О, Поехали. круто. Горы — это круто. Я сам куда-то в горы сейчас ходил погулять. Сули Лима. Спасибо тебе огромное за подписку. Бахыт по-казахски значит «счастье». Только этим можно объяснить, Бахыт. почему в 6 утра после ночного перелета, с трудом держа глаза открытыми, я согласился поехать посмотреть кое-что. Вот это красиво, да? Под небом голубым есть город золотой. Бах, чего ты поешь? По делам голубым есть город золотой. Это про Алмату? Не знаю. Посмотри, какой цвет. А сколько лет этому городу? Ну, здесь сакские курганы нашли. Они жили в 6 веку до нашей эры. А официально посчитывается 150 лет этому городу. Здесь люди всегда жили. Почему ты так думаешь? Райское место. Согласен. Красиво сказал. Так я впервые оказался в плену у казахов. Наверное, Средняя Азия также выбила из времени Тамерлана и Македонского. Это когда вроде никто не держит, а уезжать не хочется. Тормозишься одним словом. Наверное, это из-за гор, которые рядом. Ну а если хотите узнать Алмату на вкус, идите на рынок. Почему здесь самые вкусные яблоки? Есть много объяснений. Говорят, что первые яблоки пошли отсюда. Может быть, но, как известно, лучше один раз попробовать. И чай, да? Днем приехали Игорь и Никита. Они не были казахами, они были русскими, но также не хотели уезжать из этого плена. Игорь здесь родился и знал Алмату на вкус. Где и в какое время суток лучшая самса, где плов,
где мясо по-казахски, а где казы. Никита, как и Игорь, коренной алматинец, но работает в Москве. Сейчас занимается одним проектом, так как является саунд-продюсером. А что это такое? Это конина. Попробуй. Да, очень вкусно. О, вкусно? Ну да. Любовь казахов к лошадям не имеет границ. Буквально. Казы как проявление этой любви. Говорят, что оседлать человеку лошадь стало возможно только после того, как он научился с ней дружить. Давным-давно люди охотились без лошадей, а лошадей только ели. И чтобы сесть на лошадь верхом, нужно было перестать их ради мяса убивать. Я думаю, иначе лошади не согласились бы с верховенством всадника. Но казахи и хорошо сидят в седле и едят казы. Вот такой цирк с конями. Можно сказать, казахский цирк. Да, это действительно вкусно. И, наверное, чтобы позволить себе есть казы, нужно точно знать, что ты живешь не зря. Блин, надеюсь, я когда-то все попробую После это. вкуснейшего обеда мы с Игорем и Бахой 100% отправились в гостиницу, попробую. где я поселился. А Никита покинул нас по своим делам, но обещал вернуться. Каждый год и... Вань, я тебе точно говорю. На Алмату есть то, что называется дланью Господней. Поясни. Вот яблоки. Они есть везде. Ну. Но таких душистых и вкусных я еще нигде не встречал. А если есть что-то, что есть везде, но это что-то отличается уникальными качествами, то это свидетельствует о том, что это место под дланью Господней. Ну ты и завернул. Точно. Так, окей. Ты еще что-то хотел добавить, да? Смотрите с 14 Чебачки. декабря. Рыба. Они много где есть. Но таких, как на Иссыкуле, вкусных, я просто нигде не встречал. А это означает то, что мы с ними в одной зоне воздействия небесной благодати. Окей, я понял. То есть ты хочешь сказать, что на Иссыкуле какая-то особая вода? Не то слово. Вот ты можешь всю ночь куролесить, минут 10-15 буквально поплаваешь и выходишь абсолютно трезвым, обновленным и полным сил человеком. Но не только там есть такие места. Да. У нас они тоже есть. Да. Мы еще долго обсуждали яблоки, чебачки и озера на Иссыкуле. А затем Баха предложил поехать в одно место, которое, как он сам сказал, я не забуду никогда. Вода, которая бежит по рыкам через весь город. Круто съемку сделали, вроде километров какой-то выше такой по течению сериальчик. была просто льдом. И этот лед замерз несколько тысяч лет назад. А в 70-100 километрах ниже лед, превратившийся в воду, омывает город Алматы. Проще говоря, люди могут жить, перенимая друг у друга полезные навыки и знания. Эдакий котел, где варятся и взаимообогащаются самые разные культуры. В горах живет Валентин. У Валентина баня на берегу горной реки. Нет, не русская. Для меня казахская. Ну, Валентин конечно, это называет свою правильно. баню сакская. Баня кочевников. Это военная палатка, натянутая на остов из скрепленных между собой жердей, с грудой раскаленных камней внутри, лавками, а рядом ледяная речка. Мы сидим в той палатке, и Валентин рассказывает, как точно в такой же бане парился Тамерлан. А что? Я верю. Круто. Это Ну, целый ритуал, который проводит Валентин. для 7 мужчин, раз наверное, это в вообще палатку, и 7 раз баня после это этого святое. окунались в ледяную воду. Круто. Это реально круто. Улыбает, улыбает. Ух ты, бог ты мой, она же там такая холодная.
Валентин объяснил, что не надо вытираться после того, как ты вышел из реки. Надо дать капелькам воды испариться с тела. Таким образом, объяснил Валентин, ты соединяешься с энергетикой этого места, Земли и энергетикой космоса. После первых 2 заходов Валентин начинает применять в ритуале бальзам собственного приготовления. Он раздает каждому по 2-литровой бутылке с жидкостью. Лить нужно бальзам маленькой струйкой прямо на темечко, растирая его сначала по голове и лицу, потом по шее, плечам и груди. Парился Тамерлан. А что, я верю. И Назарбаев тоже верю. А вы езжайте, попарьтесь, тогда поймете их обоих. Проснувшись ближе к вечеру, перед вылетом в Москву, я решил немного прогуляться и заскочить к Никите в студию звукозаписи. Ребята были настолько увлечены музыкой, что первое время меня даже не замечали. Никита предложил прогуляться по Арбату. У меня было несколько часов до вылета. Почему бы и нет? Мы болтали о музыке, о новых направлениях, спорили на тему, что сейчас модно, а что нет. А затем я услышал это. Сразу улыбнула меня. Да. Глазки засияли, все. И вот скажите мне, саунд-продюсеру, как можно на 2 струнах играть так, что слезы наворачиваются? Я этот вопрос постоянно себе задаю. Зов предков? Или его домбра — это просто струны души? Она разговаривает просто с тобой. Вот в чем вся суть. Ну что, будем прощаться? Не прощаемся. Слушай, Вань, Да. у меня к тебе вопрос. Вот с первого дня нашего знакомства. Да. Для чего тебе одинаковая пара кроссовок разного цвета? Давай в другой раз приеду, расскажу. Нет, подожди. Чтобы не забыть. Что не забудь? Ну вот смотри, у каждого свое. Ты свяжешь разноцветные кроссовки со мной. Это бессознательно, понимаешь? А если хочешь что-то не забыть, поставь себе напоминалку. Давай.
Теперь, на пути из России в Китай, я всегда делаю остановку в Алматы. Так получается. Вот так я и оказался в плену у казахов. Круто, такой ролик именно. Ролик очень интересно сняли. И видно, что монтажеры подработали над роликом. И даже если бы они не работали, приятно слушать этого молодого человека, потому что он так все преподносит. И, конечно же, ну да, у меня сразу глаза загорелись, когда я увидел Домбра. Когда он играл на Домбре, это просто нереально круто. Сразу. Ну и Баня. И вот люди, приветствия, вот как все принимают в гости, все показать, все рассказать. Это тоже реально. Вот хочется больше таких людей, хочется больше такого душевного уюта, чтобы ты в любую точку мира даже приезжал. Например, даже вы в Украину прилетаете, и чтобы вы почувствовали вот то тепло дома. Это, ну, я думаю, самое главное. Если ты чувствуешь это в другой стране, все, больше ничего не надо. Это все сразу говорит само за себя, потому что тепло другой страны, оно передается, конечно же. Ну, конечно же, оно передается людьми, которые тебя принимают и рассказывают все и показывают. И это хорошо, когда ты понимаешь, что хоть ты не дома, но чувствуешь себя как дома, но не в гостях. Это реально хорошо. Но надо не забывать всегда, что мы тоже в других странах, мы гости, и надо уважать все и чтить традиции и культуру других стран. Так что, ребята, огромный вам рахмет. Да. Ну когда же оно когда-то случится, я приеду 100%. Приеду 100% и буду очень рад увидеть все своими глазами, потому что картинку, когда ты смотришь, надо, чтобы ощутить город, надо самому по нему походить и все понять, и ощутить все это достопримечательности, все увидеть, все до всего доторкнуться глазами. Это самое главное. Спасибо, ребята. Огромный вам рахмет за то, что вы подписываетесь, проставляете лайки, прожимаете колокольчик. Я рад видеть вас всех на моем канале. Ссылка на Инстаграм будет в описании под видео. Кто хочет ближе познакомиться, обязательно пишите свои заказы, реакции. Что вы хотели увидеть на моем канале. Без проблем, все сделаем. Только на все ваши. Сейчас весь контент идет по вашим заказам. Стараюсь больше делать все, что вы просите, потому что очень много заказов, и как-то пытаюсь подстраиваться, чтобы вам было приятно зайти и увидеть то, что вы хотели на моем канале. Огромный вам рахмет за это, ребят, за отзывчивость. Я рад видеть вас всех на моем канале. До встречи.